Лучше начать и ошибаться, чем не начать и сожалеть всю жизнь. Эти слова принадлежат трехкратному олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Александру Карелину. Это новый выпуск «Спортивной среды». Программа, которая рассказывает и показывает о татарстанском спорте. Смотрите сегодня в выпуске. В Поволжской академии прошло заседание коллегии Министерства спорта. Темы для обсуждения были разные. Главные две – это итоги прошедшего года и планирование развития спорта на 2023 год. Открытие специальной Олимпиады 2023 года. Торжественное мероприятие посетили именитые гости России и Белоруссии. Гостями студии «Спортивной среды» станут люди, которым не безразлична судьба детей с ментальными отклонениями. И на этой неделе прошло первенство Республики Татарстан по конькобежному спорту. В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоялось заседание Министерства спорта Республики Татарстан. Почетными гостями стали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. На мероприятии обсуждали планы на 2023 год, а также успехи года минувшего. Об этом мы расскажем вам прямо сейчас. Недавно в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма состоялось расширенное заседание коллегии Министерства спорта Республики Татарстан по вопросам об итогах работы за 2022 год и задачах на 2023. Вначале на заседании обсуждали тему развития спорта в республике. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что за 2022 год доля граждан, систематически занимающихся спортом, составляет 57,8%. Это довольно значительный результат, и наша республика занимает примерно 6-7 место в стране по количеству спортсменов. Однако в Татарстане не собираются останавливаться на достигнутом. Министерство собирается увеличить количество занимающихся спортом и к 2030 году пройти планку в 70%. Мы видим тоже перспективу, ставим для себя задачу на 2023 год увеличить этот показатель и пройти планку 60%. И, Олег Васильевич, как и прописано, в 2030 году мы ставим для себя этот процент 75. По инфраструктуре Татарстан тоже один из лидеров в стране. Только в прошлом году в республике построили более 200 спортивных сооружений. На 2023 год запланировано построить 4 универсальных спортивных площадок и 4 футбольных манежа, а также отремонтировать 15 объектов на сумму 500 миллиарда рублей. Если говорить языком цифр, то мы только по прошлому году в объекты инфраструктуры вложили более 4 миллиардов рублей. Здесь, конечно, и бюджет Татарстана, и бюджет федеральный. Министерство также отмечает, что в нашей республике прослеживается положительная динамика по завоеванию высших наград и медалей. Например, на данный момент по водному полу у нас самая лучшая школа в стране. Поэтому в Татарстане будут продолжать развивать и другие виды спорта. Чтобы повысить уровень спортсменов, министерство собирается усилить роль патриотического воспитания и организовать новые клубы для видов спорта, которых еще не было в республике. Так, например, в сфере профессиональных спортивных клубов в Казани появился гандбольный клуб «Зеланд». У нас активно работает на территории республики филиал Российского союза боевых искусств, который включает 25 видов единоборств с охватом более 18 тысяч молодых ребят. Мы совместно с филиалом разработали программу по развитию боевых искусств, не только направленную на, так скажем, спорт, но направленную на увлечение молодых людей и воспитывающих в них силу духа и патриотизм. Хочется сказать, что в республике проводится огромная работа по развитию спорта. Будем надеяться, что все запланированные задачи будут реализованы, и в Татарстане будут проживать здоровые и спортивные люди. Совсем недавно в Казани произошло грандиозное событие – открытие специальной Олимпиады 2023 года. На месте торжественной церемонии побывал наш корреспондент Евгений Алмазов. Он не только расскажет, но и затронет главную тему данной Олимпиады спортсменов с ограниченными возможностями.
Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым именно в этой попытке. Именно под таким лозунгом в спортивной столице Республики Татарстан проходит грандиозное событие – Специальная Олимпиада 2023 года. Данный праздник спорта начался с торжественной церемонии открытия. На соревнования приехало более 2000 атлетов и больше 400 спортивных судей, чтобы в полной мере показать себя и свои возможности в 18 видах спорта, а именно 8 зимних и в 10 летних видах. Это то самое спортивное событие, где царит мир, спокойствие и дружба. Я уже сказал, что очень благодарен нашим коллегам из Беларуси за то, что они активно участвуют во всех абсолютно соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации. Наши две страны попали в условия, когда мы должны еще ближе быть друг к другу, еще больше и активнее оказывать друг другу поддержку. И вот единые игры очень яркий тому пример. На главное событие 2023 года съехались именитые лица среди не только татарстанского, но и всероссийского уровня. И все они призваны только с одной задачей, только с одной целью – привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов и лиц с нарушением интеллекта, а также развитие и популяризация олимпийского спорта. Мы хотели провести большой праздник мировой, но пандемия, потом уже ряд обстоятельств не позволила. И, конечно же, это движение, вот когда мы к этим детям относимся так же, как и остальным спортсменам, вот мы подошли к нашим детям с нашей республики, и вы видите, какие эмоции и как они себя чувствуют. Я думаю, что любая страна нормальная, она должна пропагандировать и поддерживать вот эту категорию. Всю важность данных игр невозможно оценить в каких-либо масштабах, потому что она бесценна, и участие в специальной Олимпиаде могут принять от мала до велика, от 8 лет и старше. Главным образом, такое масштабное событие дает участникам возможность для поднятия не только физического, но и ментального здоровья, что является основополагающим в рамках специальной Олимпиады 2023 года. Это огромный еще элемент реабилитации ментальной. То есть ученые, это доказано, и мы видим, и родители видят, как ребенок, если он начинает заниматься спортом, например, по программе специальной Олимпиады, он становится более независим, его интеллектуальное состояние в разы улучшается. То есть это еще элемент реабилитации. Также нельзя не отметить, что выступления известных артистов, таких как Ваня Дмитриенко или Звонкова, безусловно, дали определенно хороший заряд на предстоящие игры. Евгений Алмазов, «Спортивная среда». Мы продолжаем общаться на тему единых игр специальной Олимпиады, которая сейчас проходит в Казани. И у нас в гостях тренер-преподаватель одного из участников Светлана Степановна и ее ученик Максим Пантин. Светлана Степановна, здравствуйте. Как вам общие впечатления о специальных играх в Казани? Что вам понравилось больше всего? Здравствуйте. Мне больше всего понравилась организация этих игр. Я представитель Мензелинского школы-интерната для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы на эту Олимпиаду привезли 21 участников. Из них у нас представили команду волейболистов 8 юношей. У нас есть команда танцевальный спорт, дзюдо, флорболистов и шорт-трек. Максим, а ты был на открытии специальной Олимпиады. Какие у тебя мысли, какие ощущения? Ну, очень понравилось. Особенно, как организовано это все было. А артисты приезжали. Сам Миниханов приехал. Вот. И я очень рад, что такие, как мы, особенные дети, о нас заботятся. Ну, а что, может быть, тебя вот внутри задело? Потому что там была шоу-программа, помимо выступления официальных лиц. Да, то, что, считай, там разделяли московские татарстанцы, и, считай, все татарстанцы вот были сплоченно.
Вот это мне понравилось больше всего. Ну, ты как представитель Республики Татарстан, ты чувствуешь особенную поддержку именно в республике по своему виду спорта? Да, очень чувствую. Светлана Степановна, какой у вас тренерский штаб? Какие у вас цели и задачи? Как вот вы подходите именно к построению тренировочного процесса? Что вы делаете на тренировках? Как вы готовили своих подопечных к выступлению на специальной олимпиаде? У меня два участника, это Пантин Максим и Мишанина Мария. Мы начали участвовать в специальной олимпиаде 2019 года. Начали заниматься шорт-треком. Сперва они были воспитанниками нашей школы-интернат, а сейчас они у нас уже выпускники и обучаются в Нижнекамском профтехучилище. И у нас тренировки сейчас проходят заочно. Мы по интернету переписываемся, по телеграмму, какое время, что и как делать. Мы сейчас уже общаемся заочно. А вы чувствуете вот на протяжении этого периода тренировочного, как меняются дети? Да. Как это проявляется? Первые соревнования прошли у нас здесь, специальная олимпиада, в 2021 году. Это мы первый раз приняли участие. Они выступили, хорошо себя показали. Максим у нас завоевал 3 золотых и 1 серебро в своих дистанциях. И второе у нас такое мероприятие, мы всероссийских участвовали в городе Пензе. Они привезли 4 золота и 2 серебро. И я думаю, у нас дети еще больше выросли, и будут хорошие результаты. А вы чувствуете радость в их глазах? Да. Здесь они не только вот эти соревнования, они здесь находят своих друзей, своих сверстников, сообщников. Они могут беседовать. Вот сегодня у нас прошли сборы, тренировки. Они уже со многими знакомы с других соревнований. Они друг за друга болеют. Это очень здорово и прекрасно. Они дальше будут общаться, дальше будут друг с другом переписываться, заводить новых друзей, новые достижения. Это самая основная социализация наших детей. Если начнешь с малого и каждую ступень поднимаешься, можно достичь очень высоких результатов. Максим, ты занимаешься шорт-треком. Почему именно шорт-трек? Ну, я с 10 лет уже занимаюсь хоккеем, 6 лет стою на коньках. Ага, вот как. И мне вообще нравятся вот такие виды спорта зимние, особенно на коньках. Как раз ты умеешь кататься на коньках, потому что ты играл в хоккей, отлично, и сейчас тебе легче было перестроиться на шорт-трек. Да, и из-за этого вот я выбрал шорт-трек. Продолжение темы, Максим, а ты бы хотел какие-нибудь другие виды спорта еще попробовать? Снегоступы хотел попробовать. А снегоступы — это что за вид спорта? Как бы ты мог объяснить? Это на снегу бегаешь. Есть же типа лыжи, да. А есть такие короткие типа лыжи, только на них бегаешь. А там по прямой задача пробежать за какой-то отрезок времени, да? Какое там расстояние? Примерно так, да, где-то. В зимних видах спорта участник может заявиться только в одной дисциплине. Вот как. А если летние проходят раздельно, тоже только один раз. А сейчас у нас единые игры, ребенок может заявиться только в одной дисциплине. Светлана Степановна, вы большой профессионал своего дела. Какими качествами должны обладать люди вот в вашей профессии? Терпение. Надо понимать детей, быть с ними на одном уровне, сочувствовать, переживать и всегда быть вместе с ними. А что самое трудное? Самое трудное? Вы все равно же как-то через себя пропускаете все тренировочный процесс, педагогический процесс. Да, самое трудное, когда ты знаешь, что вот твой ребенок может, а на соревнованиях он упал. Вот это самое трудное, наверное, и больно за этого ребенка. Но там есть свои нюансы, можно и время скорректировать. Ну вот если говорить в сумме, то ваш пример тренера и ученика во многом показательный. Вы чувствуете себя, вот может быть, Максим, ты чувствуешь себя примером для всех остальных ребят, твоих знакомых, сверстников и просто для людей? Да, чувствую. И Максим для меня является, он воспитанником. Я тренер, и
плюс еще я зам по воспитательной работе. И у нас были многие нюансы с ним. Но вот сегодня я могу с гордостью сказать, я очень горжусь ним. Он не потерялся, он показал, он доказал, что он достоин. Вот для меня на сегодняшний день это самая большая гордость. Светлана Степановна, а какие еще виды спорта есть вот в вашей Мензелинской школе? У нас очень активно участвуют дети, потому что у нас во главе стоит директор Гильфан Нурхадизаляевич, который очень любит спорт, потому что он сам является спортсменом. И развивает в нашей школе очень много видов спорта. Мы живем в Татарстане, и у нас воспитатели, тренера, они являются мастерами спорта Республики Татарстан и России по видам это куреш и борьба на поясах. Как это Татарстан без них? И так у нас ребята очень хорошо занимаются и показывают хорошие результаты по мини-футболу, настольный теннис, армрестлинг. Ну, все виды понемногу. У каждого свои возможности, у каждого свой вид, любимый вид спорта. Мы их воспитываем и тренируем индивидуально. Дисциплину, которое направление они выбирают, по этим направлениям мы их и тренируем. А вот в ходе подготовки к единым играм были ли какие-то сложности у вас? Ну, мы все тренера, педагоги сперва отучились, потому что все равно нужно знать методику тренерской работы. Большую поддержку нам оказывает наш директор Нурхадизаляевич. Он у нас всегда поддерживает, всегда и сегодня приехал. Вот у нас сегодня Жернаков Иван по дзюдо вышел в финал и борется за золото. Мы за него держим кулачки и желаем ему дальнейших успехов. Сегодня у нас танцоры, у них финальные выступления. Тоже хотим, чтобы они у нас вышли тройку сильнейших. Максим, как ты считаешь, вот без чего твой триумф не состоялся бы? Ты прошел большой путь, ты занимался несколькими видами спорта. Теперь у тебя шорт-трек, большой путь, подготовка. Ты тоже через себя пропускал. Единые игры – это тоже про преодоление себя. Вот как бы ты мог охарактеризовать свой вот этот вот путь? Без чего бы твой триумф не состоялся? Без окружения бы. Ну, вот когда я был в Мензелинске, там все ребята были спортивные. Я от старшаков брал пример, также занимался. Через лень даже занимался. Уже знал то, что хочу таким же, как они быть. И потом у меня стало получаться, у меня были достижения, и я решил это не бросать и дальше идти. Максим, если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы ты 3 желания ей бы загадал? Счастья, здоровья и успехов. Это самое главное. Спасибо, что пришли к нам в гости. Спасибо, что раскрыли подробности подготовки. И очень важно было услышать от тебя, Максим, твои чувства и твои дальнейшие мечты и желания. Мы желаем вам успехов. Спасибо. Спасибо большое. На стадионе «Трудовые резервы» зимой играют не только в хоккей. Недавно там прошло первенство республики по конькобежному спорту. Наша съемочная бригада побывала на соревнованиях и узнала подробнее про этот интересный олимпийский вид спорта в Татарстане. 19 по 20 января на стадионе «Трудовые резервы» прошло первенство республики по конькобежному спорту. В нем приняли участие бегуны младшего, среднего и старшего возраста со всего Татарстана. Спортсмены готовы на хорошем уровне. Уже в среднем возрасте бежали девочки Хакимова Саида и Мизбахова Камила. Было хорошее противостояние и хорошие секунды показали девочки. Тренер Лидия Рубцова сейчас работает с младшим составом. Признается, что уровень конькобежцев республики возрастает с каждым годом. Все больше и больше ребят показывают выдающееся время. Раньше работал всегда со старшими, с кандидатами мастерами спорта, а сейчас вот приходится рассматривать детский спорт. И вижу, что достойных, хороших ребят много, но им не хватает вот именно льда. Татарстан – один из лидеров по количеству крытых катков. В родном для тренера Зеленодольске есть 2 стадиона, но тренироваться там получается не всегда. А у нас в Зеленодольске всегда спокойная, хорошая погода, экологический чистый воздух. Хотя мы имеем 2 стадиона,
а ни один стадион не заливается. Это абсурд какой-то, я вообще нонсенс, я считаю. Ну, я думаю, в будущем поднимемся мы, зеленодольцы, и я думаю, что нам зальют лед. Несмотря на все трудности, наши спортсмены бьют рекорды. Камила Мисбахова обогнала свою постоянную соперницу и улучшила личные результаты на всех дистанциях. 500 метров, 1000, 1500 и 3000 метров. Соперница у меня сильная, и, честно говоря, я не думала, что буду первая, так как у меня есть одна сильная соперница, с которой мы уже несколько лет соперничаем. Как-то так получилось, что именно на этих соревнованиях я оказалась сильнее ее. У меня личные рекорды практически по всем дистанциям, и я рада этому. Этот турнир является подготовкой к третьему этапу первенства Приволжского федерального округа. Уже скоро наши спортсмены отправятся в Киров на масштабные старты среди бегунов со всего Поволжья. Амир Сабиров, «Спортивная среда». Эфир нашей программы продолжит еженедельный обзор самых ярких спортивных событий. 18 января казанский «Зенит» провел свою домашнюю встречу против московского «Динамо». Последний раз данные команды встречались еще в третьем туре текущего сезона, и все закончилось победой москвичей 3-2. Поэтому ответ на такое обидное поражение не заставил себя ждать. В начале матча казанцы без проблем забрали две партии, организуя для себя комфортное преимущество 25-16, 25-19. Далее из-за явной усталости и ошибок в обороне москвичи запрыгивают в последний уходящий вагон и забирают за собой третий игровой отрезок 2-1. Но исход матча решился в концовке четвертой партии, в которой казанцы не без нервов забрали за собой 27-25, 3-1 по партиям. А уже 22 января казанцы провели очередную домашнюю встречу против команды «Локомотив», которые без проблем обыграли новосибирцев 3-0 по партиям. Казанский «Зенит» продолжает погоню за чемпионским титулом. От волейбольных баталий к баскетбольному паркету. 20 января «Уникс» провел свою гостевую встречу против команды «Автодор». В начале матча казанцы спокойно забрали первую четверть 27-20, постепенно наращивая свое преимущество, но далее последовала череда ошибок в обороне «Уникса». И после первой половины встречи команды сравнялись по очкам 42-42. Во второй половине сценарий, по которому развивалась игра, явно не устраивала Велимира Пирасовича, и после нескольких тренерских установок команда включила агрессивную защиту, при этом эффективно действуя при позиционных атаках 83-71. По итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский «Зенит» одерживает 20-ю победу в сезоне, занимая второе место в турнирной таблице. От волейбола к хоккею с мячом. 18 января команда «Акбарс Динамо» провела свою гостевую встречу против лидера чемпионата Архангельского Водника. Матч начался с явным преимуществом хозяев площадки, нанося разящие атаки на ворота Виктора Яшина, сохраняя по ходу матча высокий темп. Тем самым, момент за моментом, Водник подтверждал статус лидера. И после первого игрового отрезка счет на табло выглядел очень удручающе для казанцев 6-2. В начале второго тайма динамовцы немного подсократили свое отставание, играя первые 20 минут и вовсе на равных, но концовка все-таки осталась за архангелогородцами 10-5. Водник продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате России, а казанцы с 18 очками остаются на 8-й строчке в турнирной таблице. 19 января стало известно, что вторая ракетка России Вероника Гудерметова вылетела во втором круге Австралия Open. На пути нашей отечественной спортсменки встала 21-летняя американка Кэти Волынец. Вероника допустила 47 невынужденных ошибок, что для спортсменки в суровой действительности многовато. Таким образом, после турнира в Аделаиде Гудерметова прилетает мимо второго турнира в 2023 году. В итоге у женщин в Австралия Open прекратили борьбу уже две представительницы из топ-10 в России. Ведь накануне Дарья Касаткина сенсационно проиграла соотечественнице Варваре Грачевой. Ну а мы хотим пожелать удачи Веронике Гудерметовой в предстоящих турнирах в ВТА. Совсем иначе складывается ситуация у мужчин. Андрей Рублев пробился в 1/4 финала Австралия Open, не без труда обыграв 19-летнего датчанина Хольгера Руне. Встреча на секундочку длилась 3 часа 38 минут. А в стадии 1/4 Рублев проиграл именитому теннисисту Новаку Джоковичу. А Карен Хачанов по споре за прохождение в стадию 1/4 финала обыграл японского теннисиста Йосихито Нисиоку и уже в следующем круге одержал победу над Себастьяном Кордой. Спортивные события республики и прошедших 7 дней уже в истории. Занимайтесь спортом и смотрите нас на следующей неделе. Всем пока!